Сегодня мы будем говорить о книге Дюзова «Восьмая нота. Любовь», которая на днях была презентована в Камрате. Я про Дюзову очень много сама писала на протяжении своей жизни. Писала какие-то различные публицистические материалы, заметки, очерки, репортажи. Писала о Семене Васильевиче Пометке, писала о Татьяне Ивановне Щеголевой. Книга как будто соткана из многих десятков историй людей, которые представляли сам коллектив за долгие годы. Я восстановила, постаралась всю историю от начала до сегодняшнего дня. И сделала это, чтобы она читалась не монолитом, каким-то монологом, а сделала как маленькие рассказики. Вот, и в эти маленькие рассказики я вставляла цитаты наших известных людей. Писателей, поэтов, публицистов, художников, значит, историков, которые соответствовали тому или иному периоду жизни самого коллектива. Зная вас и, в общем-то, понимая, как делается эта работа, то есть думаю, что очень много ценного, которое вошло, и вот как вы определяли то, что должно здесь быть сегодня в этой книге, а что, может быть, должно остаться еще за скобками, или время не пришло, то есть какими принципами вы руководствовались? Я уже говорила, что книга, я не планировала, какой будет объем. Книга выросла большой, 300 страниц русского текста, значит, я сделала более 100 интервью, я собрала все архивы, я посмотрела все публикации, вот. И когда я писала, оно все просто копилось, я просто собирала. Здравствуйте, вы слушаете и смотрите подкаст на LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях и комментировать наш контент для того, чтобы мы могли понимать и ощущать ту обратную связь от вас, для кого мы создаем этот контент. Сегодня у нас, наверное, не совсем будет обычный формат, потому что мы не будем говорить о политике, мы не будем говорить о тех проблемах, которые есть в обществе, мы будем говорить сегодня о каких-то хороших проектах, идеях и начинаниях. И сегодня у нас в студии, вы, наверное, все знаете Анну Харлампину, потому что она не совсем тот человек, который нужно очень широко представлять, да, потому что она не один год в жизни Гагаузии, в том числе и занимала руководящие должности, в том числе законодательного органа автономии. Но сегодня мы с Анной Харлампиной не будем говорить о политике, а будем говорить о ее таком большом труде, который вы расскажете, как возникла эта идея. Сегодня мы будем говорить о книге Дюзова «Восьмая нота. Любовь», которая на днях была презентована в Камрате. Это книга, которую финансово поддержало Управление культуры Гагаузии, но автором книги является Анна Харлампина. Анна Харлампина, во-первых, хочу вас поздравить. Спасибо. Потому что, я знаю, что вы почти год работали, 9 месяцев, но будем говорить, что эта идея у вас была раньше, чем вы начали работать. Да. Поэтому, когда я увидел итог, я знаю, как вы работали над этой книгой, но вообще был поражен, потому что это же достаточно массивное, скажем так, издание по объему, но и по содержанию тоже. И первый мой вопрос, конечно, будет такой, как возникла эта идея и почему именно об Дюзове, скажем так, первая такая объемная ваша работа, потому что вы пишете давно, практически всю свою сознательную жизнь, но такой объемный труд, он, в общем-то, в такой форме появился впервые. И почему первая идея была именно связана с Дюзовой? Я сама удивлена. Здравствуйте, уважаемые друзья. Спасибо, Виталий, за приглашение. Я сама удивлена, что вышла такая большая книга. И когда выступал на презентации наш большой друг, я поклонница его творчества, Тодор Занет, он то же самое сказал, говорит: Аня, я думала, будет книжечка, а вот такая большая книга в руках. Вот, и я не знала, сколько будет страниц, не предполагала, когда включилась в эту работу. Вот, получилась такая, я по секрету вам скажу, что вот здесь 300 страниц русско-гагаузского варианта. А я, когда начала писать, собирать материалы и так далее, я сделала 300 страниц русского текста.
Поэтому пришлось еще половину сокращать, половину убирать из этого варианта, вот, потому что получил бы вообще талмуд целый. Почему Дюзова? Ну, Дюзова, во-первых, это моя большая любовь, многолетняя. И, во-вторых, Дюзове в этом году исполнилось 55 лет. Вот, и к этому юбилею коллектива Управление культуры решили оставить исторический такой монумент, да, манускрипт в виде книги, чтобы отразить историю, отразить людей, которые прошли через судьбу этого коллектива, показать дела минувшие, дела нынешние, рассказать о том, чем живет, чем занимается. Вот, и Управление культуры, насколько мне известно, давно начинали эту работу и привлекали разных авторов и даже организаций, чтобы эта книга появилась. Но, как обычно делают люди, которые не знают объект, не знают историю, не знают этот коллектив людей, начинают копаться в первую очередь в публикациях, да, в архивах, в публикациях. Вот. И те, которые были до меня приглашены, они на каком-то этапе забуксовали, просто не нашли материалов, вот, и не стали продолжать эту работу. Тогда возникла идея у Марины Семеновны и у Татьяны Ивановны Щеголевой, что надо пригласить кого-то из наших гагаузских писателей, журналистов, пишущих людей, у которых хорошее перо. Вот, и они вспомнили про меня. И позвонили, я еще работала в Москве, в школе в этот период. Вот они мне позвонили и сказали, это было 3 года назад, когда они мне позвонили, не взялись были вы за эту работу. Я очень обрадовалась и даже практически не раздумывая сказала да. Почему? Потому что я про Дюзову очень много сама писала на протяжении своей жизни. Писала какие-то различные публицистические материалы, заметки, очерки, репортажи. Писала о Семене Васильевиче Пометке, писала о Татьяне Ивановне Щеголевой. Вот, писала об их концертной деятельности, о репертуарной деятельности. И когда я работала на телевидении, Виталий, ты должен помнить, я в одном из моих творческих планов было создать документальный фильм о Дюзове, о Пометка. И я тогда начинала собирать материалы, и очень много у меня было всяких видеозаписей. И они как бы попали на почву уже готовые. И я согласилась. И когда уже приехала, стала встречаться с участниками коллектива, с руководителями, те, которые были, те, которые есть, стала копаться в архивах, посмотрела библиотеку, пошла в нашу региональную библиотеку имени Драганова. У них целая папка есть, вырезок газетных. Когда-то очень много отражала жизнь Дюзовой в свое время газета «Ленинское слово», потом она стала «Камрадские вести», потом «Вести Гагаузии», я в этой газете работала, я нашла и свои статьи там, вот, и они это все собрали скрупулезно, они показали, предоставили мне возможность почитать это, полистать, и потому все, что в книге есть, все имеет доказательную базу. Я обратилась в архивы, и документы в Управлении культуры полученные сохранились. Все, о чем написано в книге, по крупицам собрана вся эта история. Казалось бы, немного лет, да? 55. Вот. Но история коллектива несколько запутана. Там были одни люди, потом другие люди. И как-то и появилось немного, а некоторые экземпляры, иначе их не могу назвать, которые почему-то решили претендовать тоже на какое-то звание, имя в истории этого коллектива, даже будучи отдаленными или же наоборот внутри, присвоить себе то, что не присутствовало им. Поэтому пришлось немножко попотеть, покопаться. И 9 месяцев. 9 месяцев я ее писала, это как родился ребенок. Ну вот с моей точки зрения уникальность в том, что вы по сути являетесь очевидцем становления Дюзовы, потому что, ну, насколько я понимаю и как бы знаю вас не один год, вы свою журналистскую, в общем-то, историю или профессию начинали, в общем-то, и знаете многих людей, да, которые за долгие годы прошли через этот коллектив, потому что сегодня мы знаем Дюзову как оркестр, знаем как танцоров, но за 55 лет там сменились руководители, потому что не стало Семена Пометка.
там сменился хореограф, и там сменился не один состав танцоров, там сменился не один состав оркестра, не один состав исполнителей. В общем-то, через Дюзову, наверное, прошли тысячи людей за эти 55 лет. То есть это может быть даже не те 50-60 человек, которые представляют Дюзову сегодня. И, в общем-то, вот насколько, потому что я не успел еще прочитать всю книгу, но здесь книга как будто соткана из многих десятков историй людей, которые представляли сам коллектив за долгие годы. Легко ли было вот это все собрать? Потому что одно дело, когда ты пишешь про один коллектив или еще, другое дело, когда ты через призму людей, их историю, их жизнь показываете судьбу и становление какого-то коллектива. Потому что здесь практически там через несколько страниц это история каких-то других людей, которые все время были в этом ансамбле. Я Дюзову знаю давно. Я была еще маленькая, в принципе, мне было 11-12 лет, когда Дюзова была создана. Вот. Но я занималась в драматическом коллективе, я ходила в Дом культуры, и я видела их, когда они там репетировали, я ходила к ним на концерты, поэтому Дюзова в моей жизни еще с ранних лет, да. Вот. А когда я закончила институт искусств и вернулась домой, в Дом культуры, работала какое-то время здесь, я защищала диплом в Камрате, и первый человек, с кем я познакомилась в Камрате, это был Семен Васильевич Пометко. Ну, и Дима Пеев, там, Илюша Филев, вот, другие ребята, музыканты и работники культуры. Но вот наверное, судьба как-то расположила звезды или наши отношения, или симпатию друг к другу, что я всю жизнь потом общалась с Семеном Васильевичем Пометко. Я всю жизнь с ним дружила. Я вчера была в коллективе, мы даже сидели, вспоминали о том, что я за ним все время бегала с блокнотом в руках и в ручкой. Я все время что-то записывала. Вот, что-нибудь он скажет, потому что он был интереснейшим человеком. Он просто интересный. Он любил Ремарка, он любил Шопена, он играл на многих инструментах. Он мог говорить на любую тему. Вот. Он не был просто каким-то классическим народником, да? А он был какой-то всеобъемлющим руководителем, и он был человечным очень. Вот, и мне было очень с ним интересно. Я его записывала, и даже когда писала книгу, нашла в своих блокнотах, а у меня блокнот, тогда у нас не было интернета, у нас были блокноты и ручка, да, и вот у меня вот эти блокноты, вы знаете, вот, наверное, 300-400 накопилось за мою жизнь, и я иногда их просто листаю, и это как летопись и моей жизни, летопись многих людей, которые прошли через мою жизнь. И я нашла там даже неопубликованный какой-то диалог с Семеном Васильевичем. И мне пришла идея, вот вы полистаете, найдете. И я те же самые вопросы задала Татьяне Ивановне, и получился такой параллель на перекрестке времен. Семен Васильевич отвечает на эти вопросы, и она отвечает. Наверное, такой интересный формат. Такой, да, это вроде бы как вопросник Пруста, но он обычно задается одному и тому же герою, но вы задали одни и те же вопросы, но в общем-то... Но его не было уже в живых, когда я сделала с Татьяной. Просто вот его... И вот они такие разные ответы, как показывают разных людей. Вот с Семеном я дружила. Потом в коллективе был мой одноклассник Георгий Куртев, за которым я сидела за одной партой. И я помню, как он нас на уроках засыпал. Вот, потом рассказывал нам о том, что Семен Васильевич давал ему партитуру, он молодым человеком пришел, еще с музыкальной школы его пригласили. Так же, как еще Щеголевы, трое скрипачек, Наталья Кайкы, Йовчу, Любовь Андрушой и Татьяна Стаматова, нынче Щеголева. Семен Васильевич 14 лет их приглядел, послушав музыкальной школы, пригласил Дюзову в те годы. Это было в те годы, Дюзова гремела. Она уже она была легендой, она выступала за рубежом, а у нее она заявила о себе как первая ласточка гагаузской музыкальной культуры, гагаузской музыкальной хореографии. И поэтому коллектив знали, и музыкальной школы дети мечтали в этот коллектив попасть. И когда Семен Пометко кого-то приглашал, для них это был просто подарок судьбы. И вот мой одноклассник Куртев тоже таким же образом попал, он аккордеонист, его Семен Васильевич пригласил, и он им давал задания. Вот он часами учил партитуру, вот он на уроках спал. Вот. И многих, практически всех из старого состава я знала, с ними общалась. Вот. Кто жив, я с ними со всеми встретилась. Вот. С новыми молодыми исполнителями, очень талантливыми,
тоже со многими встретилась, и это получился как калейдоскоп судеб, вы правильно это отметил ты. Вот. И я восстановила, постаралась всю историю от начала до сегодняшнего дня. И сделала это, чтобы она читалась не монолитом, каким-то монологом, а сделала как маленькие рассказики. Вот, и в эти маленькие рассказики я вставляла цитаты наших известных людей, писателей, поэтов, публицистов, художников, значит, историков, которые соответствовали тому или иному периоду жизни самого коллектива. Чтобы это был какой-то не просто документальный сухой отчет, да, а чтобы это, как я назвала, художественно-документальная повесть о коллективе, о людях, которые прошли через этот коллектив. Я посмотрела на эту работу не как обыватель, я посмотрела на эту работу как творческий человек, как писатель, как поклонник коллектива. И идея о таком названии «Восьмая нота. Любовь» пришла мне в голову из воспоминания о самом Пометко. Он всегда мне говорил, 7 нот мало. Вот хотелось бы еще, чтобы было побольше, чтобы можно было выразить как можно больше чувств. Я говорю, как-то вот мы в шутку, я говорю, а какая может быть следующая нота? Он говорит, не знаю, 8-я нота, и мы так друг на друга посмотрели, а как раз ремарка, мы что-то этим всем читали, и оба одновременно любовь. Он говорит, вот именно любовь, вот эта вот, которая в нем жила, любовь к гагаузскому народу, любовь к гагаузской культуре, к гагаузской музыке, к гагаузскому региону. Она его в нем, настолько ее было много, что вот он без этого просто не мог жить. И когда были моменты, когда он оставался без Дюзовы, он заболел на этой почве, он не мог существовать без этого коллектива и без этой музыки. А ведь до него же не было гагаузской музыки. Она была в семьях, передавалась друг другу, от бабушки к дедушке и так далее. Вы как будто предугадали мой вопрос, потому что я, будучи в школе журналистики, писал очерк про гагаузскую музыку, и героем была Марья Ивановна Кса, которая тоже начинала в Дюзове, да. Сейчас она в Кадынче, и, в общем, она вот рассказывала свои воспоминания, в том числе о Семене Пометко, и как он обрабатывал и придавал гагаузским песням, гагаузским мелодиям именно гагаузскую созвучность, потому что до этого все исполнялось на болгарские или на молдавские мотивы, то есть даже и по песни, ее и танцы, и музыка да. были болгарские, молдавские. То есть насколько сегодня, вот на ваш взгляд, это все сохранилось, и используются ли те аранжировки и те идеи, которые заложил Семен Пометко? Абсолютно молодым человеком, 17,5 лет, когда он закончил музыкальное училище в Кишиневе, вот он получил направление Камрадский район, Дом культуры. И почему? До этого, когда он учился, он работал в Кишиневе в ансамбле «Весели», он играл на контрабасе, он на очень многих инструментах играл, но он был уникальный контрабасист. В период школьной его жизни он создавал вокально-инструментальный ансамбль, он увлекался эстрадой, джазом. У него не было, в принципе, вот такого внутреннего притяжения к народной музыке, да? Вот. Когда в училище он на контрабасе учился, он в это вник. И когда он вернулся домой за полгода до армии, он приехал домой, чтобы дожить полгода дома, а потом уйти в армию. И Дима Пеев эстрадный коллектив вел в Доме культуры. И вот он туда пошел, он там играл на каких-то инструментах. Вот. И в этот период Клавдия Васильевна Балабан, она приехала на нашу презентацию, все были очень счастливы, ей 86 лет. То есть вы говорите о человеке, который тогда возглавлял отдел культуры, да, скажем так. Она возглавляла отдел культуры в тот период. Вот. И вот именно она получила разнарядку о том, что в тот период как раз по всей стране стали создаваться национальные ансамбли. Вот, и она получила указание, что надо и создать гагаузский народный ансамбль песни и танца, вот, потому что до этого у нас были коллективы, был отдельный танцевальный, его возглавлял Ефим Винокуров, был у нас очень большой хор, возглавлял Александр Маринов, вот, был у нас духовой оркестр под управлением Арманжи, вот, у нас был замечательный колхоз под коммунизмом, который
председателем колхоза был Мумжиев, и вот именно там очень много зародилось художественной самодеятельности. Там был ансамбль каушистов, который потом Семен Васильевич пригласил каушистов с этого ансамбля в Дюзову. Вот. Там Ульяна Михайлова, первая солистка Дюзовы, ходила туда петь и слушала каушистов наших. Все очень сильно, все взаимосвязано. И вот, когда она получила это указание, она не знала, кого назначить. И не было гагаузской мелодии вообще в нотах. Она была музыка, были песни, но никаких в нотах расписанного ничего не было. И она интуитивно почувствовала вот в этом Семене Пометко какую-то профессиональную жилку, какую-то верность традициям, какую-то вот любовь, 8-ю ноту она в нем почувствовала, она его назначила. Вот, она даже рассказывала, и что когда он приехал, он носил длинные волосы, клиши, они увлекались битлами, Битлз тогда, и вот они подражали им. Вот она его пригласила, сказала: вот приказ, ты будешь возглавлять гагаузский ансамбль, волосы постричь, значит, блатато убрать, вот, и начинайте создавать гагаузскую музыку. И что делал Семен Васильевич Пометко? Он взял, в Дюзове хранится до сих пор огромнейший бобинный магнитофон, с которым он ездил по селам. И он записывал бабушек, записывал на свадьбах какие-то мелодии, на какие-то другие посиделки у нас, седанки эти были. Он ходил с этим магнитофоном. Попозже, когда он уже набрал коллектив, он и людей привлекал, своих музыкантов. Вот Георгий Куртьев мне тоже рассказывал, когда они уже молодыми пришли в коллектив, вместе с ним ходили, они собирали это все. Он возвращался, и у них было помещение, они сначала очень долго в подвале в Доме культуры находилась Дюзова. Вот у них не было кабинета долгое время, они в подвале репетировали. И у него была, знаете, вот как мясорубку мы прикручиваем к столу, такая огромная мясорубка, где мы прокручиваем фарш. Вот у него была такая точилка, карандаша-точилка. Он ее прикручивал к столу, и вот он там точил, крутил ручку, точил свои карандаши и сидел часами в подвале и рисовал, писал карандашом ноты, слушал музыку, которую он собирал, бабушкины песни и так далее, какие-то мелодии, и он переписывал это на ноты, а потом делал аранжировки. И вот коллектив до сих пор хранит эти ноты. И коллектив часто очень, значит, играет песни и мелодии аранжировки Семена Пометко. И, как они говорят, они сделали все, чтобы все забыли день ухода Пометко. Они сделали все возможное, чтобы все знали только день его рождения. Потому что в 2000 году впервые они придумали такую акцию, что в день рождения Пометко они проводят ансамбль проводит концерт его памяти. Это как отчетный концерт, что мы достигли за этот год. Семен Васильевич рядом с ними, часто портрет его на сцене висит, вот, и они начинают эти концерты с его, значит, буджатской сюиты, вот его мелодии они играют. Сейчас это тоже все сохраняется, «Ай, Молдова, Ватаным» и многие другие песни, которые аранжировки именно Семена Пометко, «Мави Чичек» и так далее. Все эти песни в репертуаре ансамбля есть. Вот, они исполняются, память о нем святая в этом коллективе. Вот, и если в Камрате появились какие-то люди, которые как бы усомнились в чем-то и хотят что-то принизить роль Пометко, я им хочу сказать, что этот человек отдал жизнь, он уже ушел от нас, и нельзя топтать его имя, имея такой большой коллектив за плечами, который исторически ему принадлежит, и который это не отрицает, который это все продолжает. Татьяна Щеголева очень верна этому коллективу, и она сумела собрать тоже музыкантов, которые любят этот коллектив, любят народную музыку. И самое удивительное, что сейчас в коллективе есть еще и были, в принципе, всегда танцоры хорошие, но сейчас уровень танцевального хореографического искусства Дюзовы настолько возрос, что с ревностью поглядывает на Дюзову ЖОК. И поэтому эта книга получилась как из пазлов собранная большая картина. Картина жизни Дюзовы. И там не только вот Дюзова, там есть у меня заметки о гагаузской музыке, о гагаузских танцах, о гагаузских мелодиях. Моя была задача показать вот этот весь пласт и соединить это в одну книгу, и чтобы это была как бы такая большая летопись, что ли, и коллектива, и нашего музыкального, культурного, танцевального наследия.
Ну, я думаю, что для многих будет важно понять, можно ли где-то эту книгу приобрести, пока как бы ее в продаже не будет. Не знаю, какие будут планы управления культурой, потому что тираж был достаточно ограниченный, потому что многих людей, наверное, будет интересовать, где можно... Ну, пока еще ее, наверное, можно будет посмотреть Уже в библиотеке. интересует, уже все спрашивают, звонят, где купить, Ну, так, приобрести. чтобы как бы сразу ответить на некоторые возможные комментарии. Анна Харлампівна, как бы с точки зрения практической, человеку, который писал это, потому что когда даже журналист пишет небольшую статью, скажем, ну, которая требует документирования, ты знаешь, сколько материала ты собираешь, допустим. Когда же речь идет о каких-то документальных вещах, то ли это фильм, тем более, когда это печатный продукт, как книга, то есть я понимаю, что тот материал, который вошел сюда, это возможно, что может быть даже 10-я часть того, что вам удалось собрать или найти за время, когда вы готовили эту книгу. И здесь у меня вопрос не в том, легко или просто там собрать этот материал, а в том, как вы приходили к решению того, что должно войти, а что должно остаться пока еще за пределами книги. Потому что, зная вас и, в общем-то, понимая, как делается эта работа, то есть думаю, что очень много ценного, которое вошло, и вот как вы определяли то, что должно здесь быть сегодня в этой книге, а что, может быть, должно остаться еще за скобками, или время не пришло, то есть какими принципами вы руководствовались, или оставляли материал для второй книги, для третьей книги, то есть как определяли, что должно войти сегодня, а что нет? Я уже говорила, что книга, я не планировала, какой будет объем. Книга выросла большой, 300 страниц русского текста. Это значит, я сделала более 100 интервью, я собрала все архивы, я посмотрела все публикации. Вот. И когда я писала, оно все просто копилось. Я просто собирала. И когда увидела такой объем, и мы поняли, что эту книгу нельзя так сильно растягивать, видите, она уже и так большая. Вот. Пришлось как ножницами резать по-живому, да. Я не могла сначала даже понять, что мне оттуда убрать. Потому что мне казалось, все важно, и люди важные, и снимки, очень много снимков осталось. А эти снимки я собирала целый год и у коллектива, и у меня были архивы, и в газетах, и на телевидении, и в журналах, и у наших жителей, у камрачан. Я писала объявления, у кого есть что-нибудь, принесите. Мне приносили, и вы знаете, и по сей день приносят, даже на презентации, мне принесли целую пачку фотографий. Мне дали целые, значит, и в комментариях пишут, я танцевала 5 лет в этом коллективе, или я играл в этом коллективе, или я там этому коллективу что-то там делал и так далее. То есть материал еще не весь вошел. И я на своей презентации, когда выступала, сказала, что многое чего осталось, и многое чего еще накопилось, и поэтому, наверное, это я немножко отдохну и, наверное, приступлю к рождению второго ребенка. И когда я встречалась с коллективом, когда подписывала им книги, и они высказывали свое мнение, потому что многие уже, мне важно было узнать, как Гюзова оценила книгу, и они уже ее прочли и пригласили меня, мы это обсуждали, они полны эмоций, они полны восторга и удивления, и изумления. Они читали свою историю, они счастливы, что они в этой истории есть. Они плакали и смеялись, и сказали, Анна Харлампівна, лет через 5 вы готовьтесь к тому, что, говорит, мы теперь будем сами, чтобы была вторая книга, мы теперь будем сами собирать каждую фотографию, мы теперь будем сами записывать там, где что выступали, что мы ощущали, какую эмоцию мы пережили, потому что многие не помнили какие-то моменты жизни. Потому что вы, когда будете листать книгу, я там в конце даже сделала случаи, курьезы, интересные какие-то моменты из жизни. Я хотела, чтобы книга была живая. Вот. И я дала характеристику всех наших, десятки лучших песен гагаузских. Я дала характеристику десятки лучших танцев Гермека Константина. Я дала лучшую десятку нашего нынешнего балетмейстера. Я посмотрела все эти танцы, я попыталась сделать характеристику как паспорт. Как паспорт песни, паспорт танца, потому что это нигде нет.
вообще нигде нет. И я еще не коснулась музыки. Вот есть же сюиты разные, там, буджакские картинки и так далее, есть там разные другие сюиты. Вот. Я сюиты еще не описывала. Я бы хотела, чтобы паспорт, как творческий паспорт и музыкального наследия осталось. Вот. И многие, которые в коллективе были, играли и так далее, тоже не попали, потому что я не нашла их родственников, или они ушли из жизни, не нашла их каких-то данных, координатов. А сейчас вот появилась книга, об этом заговорили, мне звонят, некоторые отыскались, некоторые что-то вспомнили, и это все опять скапливается, и это все опять во мне живет, оно не ушло, видите, оно вот как гардероб, я не знаю, как лукошко, я туда все скапливаю, и, видимо, придет время, что будем делать какое-то продолжение, или же, может быть, будем делать как 2 тома, я не знаю, переработанный, как отредактированный, да, переработанный материал, вот, чтобы было больше и снимков, есть уже другие возможности оформления. Вот, я хочу сказать сейчас о человеке, который рядом со мной был все эти 9 месяцев, когда я делала эту книгу. Вот, многие помогали, но был рядом еще один человек, компьютерщик Юрий Стамат, с которым мы начинали эту книгу делать. К сожалению, завершал типография не он, а работник типографии. Вот, там у него работа появилась и так далее. Вот, но мы с ним собирали вот с нуля. Юра был, я ему к ним, он живет в Тамае, я к нему ездила в Тамай. Вся его семья нас там гезлемя и так далее, и чай кормили. Мы сидели с ним часами, искали фотографии, их обрабатывали, думали придать какой-то более интересный внешний вид. Вот, потому что у Юры это первая книга, как и у меня. Это наш первенец. Вот. Юра добрейший, интереснейший человек, грамотный, и он вот что смог, сделал. Он очень старался, я ему очень признательна. Хочу даже с экрана сказать, потому что мы о нем мало говорили на презентации, больше говорили о Дюзове, говорили об артистах, танцорах и так далее. Кстати, о танцорах. У коллектива большая танцевальная биография. Если у него, как 2 художественных руководителя, был Семен Пометко и Татьяна Щеголева. Вот Татьяна Щеголева первая женщина, к тому же у нас в республике дирижеры, руководители народного ансамбля. Их 2 художественных руководителя, основатель и продолжатель, 2 маэстро. То хореографов, балетмейстеров у нас было больше. Первый Виктор Лаврейко, потом была Валентина Пиогла, потом была Мария Добриогла с Кирсова, Мина Васильевич Авраам Кюся был, значит, Христофор Аврамогла. И очень коллективу просто судьбой, наверное, такой дар случился, что приехал Константин Гермек. Это легенда хореографии, очень известнейший человек в этой сфере. Он объездил весь мир, создавал очень много, он сам балетмейстер, сам хореограф, создавал очень много разных коллективов, поставил колоссальное количество танцев, и именно он гагаузский танец вознес на профессиональный уровень. Вот при нем появились профессиональные гагаузские танцы как спектакли, как обряды, как традиции. И он подготовил себе преемника Виктора Градинар, который сегодня, вот он на презентации прям был на сцене, танцевал среди своих участников. И сегодняшний уровень танцевального хореографического искусства Дюзовы, я уже повторяюсь, очень высокий. И если когда-то говорили, что самый лучший оркестр в Гагаузии из наших коллективов это в Дюзове, а танцоры, мол, получше в Кадынже, вот, то теперь никто этого не может сказать, потому что этот ансамбль монолит, этот ансамбль серьезный уровень имеет. Он получил звание заслуженного коллектива Молдовы. Вот. Это уже профессиональный коллектив. И там все с образованием, ребята, все владеют профессионально своими инструментами. Там великолепная певческая группа, солисты сегодня шикарнейшие. Там Андрей Иванов, там Анна Чебан, там Ирина Пойдалова, там Иван Бабов, там Виталий Василиогло, вот 5 голосов,
Это изумительные голоса. И знаете, что они сейчас сделали? Я была потрясена, у меня вот мурашки шли по телу. Они у меня на презентации показали новую песню Саши в 5 голосах. Гагаузская песня, она одноголосная. Она не грузинская песня, да, не грузинское звучание, многоголосие и так далее. И вот у нас появился молодой композитор Владимир Щеголев, это сын Татьяны, который расписал эту песню на 5 голосов. И они ее поют акапелла, Саша и Саши, когда вышли, в зале просто обомлели. Оказывается, гагаузская песня, гагаузская мелодия, она настолько многогранна, что ее можно даже подавать вот таким вот, так что многоголосием, так что мы уже скоро и грузинскому народному творчеству будем создавать конкуренцию с такими молодыми композиторами. Вот орнамент, который на обложке и присутствует, в общем-то, в книге на каждой странице, но разный. Я ошибусь, если предположу, что это графика Петра Влаха, то есть которая используется на его сусаках. То есть очень похоже. Я думаю, да. Дело в том, что... Потому что я здесь вижу не только орнаменты, свойственные его работам на сусаках, но в том числе и много орнаментов, которые присутствовали именно на его... Не могу не сказать, что большой вклад в создание этой книги на всем протяжении всего этого периода, что книга писалась, плотно интересовалась, работала, помогала сама Мария Семеновна, начальник управления культуры. Она настолько болела за эту книгу, что она думала про эти оформления, орнаменты. Видите, она очень интеллигентная книга. Обычно там на обложке какие-то фотографии и так далее. Она сделана очень со вкусом, стильная. Она работала, разговаривала с Юрой Стамат, она разговаривала с компьютерчем женщина с Кишинева. И эти орнаменты, она на страницах, у них есть книга орнаменты гагаузские узаури, гагаузские орнаменты. Она их подбирала вместе с компьютерщиками, она это все дотошно предлагала. Она читала вместе со мной. Вы знаете, что у меня немножко плохо со зрением. И мы не взяли корректора, я сама была редактором газеты, но просила быть корректором и саму Семенову, и Щеголеву корректора. Щеголева читала как руководитель, чтобы какие-то исторические нестыковки, может быть, я где-то что-то неправильную информацию нашла, или что-нибудь интерпретировала не так, и меня очень это переживало, и Татьяна Ивановна прочитала книгу от и до несколько раз и дала одобрение тому, что она там увидела, и мы рождали эту книгу вместе. И сначала я ее вымучивала 9 месяцев, а потом их привлекла. И Юра Стамат, Татьяна Ивановна Щеголева, Мария Семеновна и ребята все из Дюзовы, которых я опрашивала, я не видела препятствия от них. Но я вам скажу, что ничего тяжелее я не писала за свою жизнь, чем эту книгу. Прежде чем я завершаю наше сегодняшнее интервью, и прежде чем я спрошу вас о ваших планах, если позволите, несколько вопросов в стиле Марселя Пруста, потому что первый мой вопрос был, каковы были ожидания, когда вы начинали писать? Я не сомневалась, что книга найдет читателя, я не сомневалась, что книгу полюбит Дюзова, И я не сомневалась, что книга даст мне самой какой-то импульс в дальнейшем. Потому что у меня были моменты, когда я думала, что когда я встречалась с одними, одни рассказывали одно, потом отрицали, говорили другое и так далее, были разные. И было много, мне писали, было много сплетен, было много всяких каких-то выпадов неэтичных и так далее. Были какие-то, у каждого из нас, а у гагаузов это такая национальная черта зависти, и она рождает всегда неодобрение того, что делает кто-то другой ярче и лучше. Я с этим столкнулась, даже когда писала эту книгу. И получала очень много шишек. У меня был когда-то однажды момент, что, наверное, обойдется Дюзова без моих литературных подвигов. У кого-то там не получилось, там у научного центра, еще у кого-то, не получилось и у меня. Вы меня знаете, я не любитель отступать.
Я себя потом собрала, вот. Я пошла к Семену Васильевичу на кладбище, попросила у него сил, сказала, ты мне помоги, надо мне выйти с этой книгой. И вот, вы знаете, у меня появилось какое-то второе дыхание, и я ее доделала. Вот она вышла. Вышла в том виде, какая вот она есть. Я удовлетворена. Самое большое, ну, скажем так, расстройство или огорчение, которое вы испытали, пока довели до конца эту работу? Вот два момента. Я уже о них говорила, повторюсь. Нашлись люди, которые считают, что пометка не основатель. Это абсолютно недостоверная информация, потому что именно пометка основатель Дюзовы. И об этом и Клавдия Балабан приехала, сказала. Об этом есть архивные документы. Об этом говорят старожилы коллектива. Вот, об этом я говорила с первыми музыкантами, которые были рядом с ним. Вот. И второе, есть некоторые отрицают роль Виктора Лаврейка как хореографа. Вот. Это тоже неверно, потому что у Лаврейка сестры Вальковы танцевали, Зинаида и Анна. Тот же Борис Новак у Лаврейка танцевали. У Лаврейка дружил с Карачебаном. Я дружила тоже с Карачебаном. Карачебан в свое время мне даже фотографию показал, где Лаврейка рядом с Карачебаном. Вот. И есть много очень воспоминания о его хореографических постановках. Есть его тетрадь у кого-то из членов коллектива, где он записывал движения, потому что он тоже ходил по свадьбам и смотрел, как танцуют. И вот гагаузский танец. Первый гагаузский танец, кстати, был Дюзова назывался, поэтому коллектив имеет звание Дюзова, название. Его создавал Ефим Винокуров вот в своем хореографическом коллективе. И вот, и когда в Камрад еще приезжал Игорь Моисеев, знаменитость, вот, что он приезжал в Кишинев в Курбету, когда он ставил танцы народов СССР, он приезжал к своему другу, чтобы изучить молдавские мотивы, молдавские ритмы, и тогда возникла один из лучших молдавских танцев у него Чукурлия называется, и вот они приехали в Камрад, и тогда смотрели гагаузские танцы, было предложение, Винокуров подхватил эту идею, и появился первый ансамбль Дюзова. Вот с этим ансамблем Дюзова в Кишиневе выступал хореографический коллектив Винокурова. И сзади стоит хор Маринова, спереди танцует хореографический коллектив Дюзова Винокурова, а играет ансамбль Тараф, и Каушисты, и чуть-чуть он же был расширенный путь коммунизма, который Мумжиев создавал. Вот эта картинка в архивах есть, мы ее нашли, я ее в книге тоже разместила, и тогда они получили звание народный, и почему пошла путаница, что написали Дюзова, то есть танец, да, значит, гагаузский ансамбль. Понимаете? А когда гагаузский ансамбль был создан и подготовлена была программа к 7 ноября, 7 ноября обычно у нас в Молдавской ССР были смотры художественной самодеятельности, им давали звание народного, если они это заслуживали. И Семен Пометка, мы Сэм его называли, Семен Поветка и Клавдия Балабан, ее называли гагаузская Фурцева в свое время. Она была очень энергична, она все время дергала и требовала, она должна была показать результат. Вот. Они показали ему и танцы, и песни, и музыку, которую они уже создали, вот, всю программу, а у ансамбля не было названия. Она говорит, ну как же мы без названия-то выйдем? И была Семена Тануркова, была директором Дома культуры. Она танцевала у Винокурова в свое время. И она говорит, вот давайте сделаем как у Жока. Первый танец, есть танец Жок, да? И ансамбль назвали именем этого танца. Вот у нас есть гагаузский танец Дюзова, он первый гагаузский. Назовем коллектив ансамблем Дюзова. Это понравилось Семену. Это не очень оправдывало Клавдию Васильевну, но Семену понравилось, он согласился, и с тех пор пошла Дюзова. Вот оттуда идет путаница. Не от того, что Дюзова была создана в 1957 году, это танец появился, а Дюзова была создана в 1971 году, 2 июля. Но получила свое название несколько месяцев спустя, когда уже показали программу. Но, как сейчас утверждают, надо было тогда оттуда отчитывать. Ну, могу сказать так. В жизни много примеров, когда родился ребенок,
А ему имя дали через месяц, через 2, через 3, да. Ну, не сошлись мать с отцом или там... Вот, например, я родилась, меня звали Екатерина. И через буквально, по-моему, даже где-то 3-4, может быть, даже 5 месяцев моя бабушка меня навестила, а ее звали Анна, а меня назвали в честь моей крестной. Я говорю, что значит Катерина? Я мать, назовите ее моим именем. И мне поменяли имя, меня назвали Анной. Так вот этим детям, которым дают позже имена, день рождения же не меняют, правильно? Он когда родился, оттуда дают, вот и день рождения 2 июля 1971 года, поэтому 55 лет. И я категорически против тех сплетен, инсинуаций, вот этих вот каких-то странных разговоров, которые сегодня хотят навесить на Дюзево. Дюзево идет правильным путем. Она чтит свою историю, она знает свою историю. И теперь мы эту историю отразили в книге. И эта книга, она написана не из-за моей фантазии, а она, это история, пережитая коллективом и людьми, которые в этом коллективе, которые еще до сих пор старожилы и живы, которые это утверждают. И Клавдия Васильевна, к счастью, еще пребывает на этой земле и подтверждает все, что в этой книге есть. Какие планы? Связаны ли они с чем-то продолжением подобной работы или что-то новое? Ну пожар горит, вот, я почувствовала в себе уверенность какую-то вот такую писательскую, вот, и, кстати, хочу выразить благодарность LoveMD. Вы тоже разбудили во мне вот такую вот любознательность, профессиональная отточенность какую-то, желание создавать, потому что LoveMD пригласила меня как очеркиста, ты меня пригласила, и я у вас уже 2 года, да, очерки публикую о наших выдающихся личностях, людях искусства, литературы, интересных просто людях, о гагаузах и не гагаузах, но людях Гагаузии. Вот теперь я уже в вашем издании, в нашем издании делаю традиции, обряды. Я предложила вам, будем делать ремесла. Вот. И вот это во мне как бы это разбудило вот это мое внутреннее, может быть, оно всегда у меня было, но где-то не совсем так активно работало. Внутреннее желание высказать то, что накопилось. Вот. Я читаю сейчас книгу и читаю очерки, которые публикуются у нас. И я вижу, что у меня образовался и собственный какой-то стиль, он выработался. И есть какой-то словарный, вот такой богатый запас. И люди мне пишут и звонят, и говорят, что нравится, вот очень красиво получается. И я решила, что это надо продолжать. Очень надеюсь, что мы сделаем и книгу очерков, очень надеюсь, что мы сделаем книгу обрядов. Вот. Управление культуры сделало мне предложение, вот, и я начала работать над новой книгой для культуры Гагаузии, театральная жизнь Гагаузии. Вот, и я теперь копнула тоже такое, что-то, нечто большое. Оказывается, у нас были и самодеятельные коллективы театральные, у нас в церквях были какие-то студии, которые делали какие-то библейские сюжеты, делали. У нас в школах были какие школьные театры, были прямо вот по Гагаузии. Вот, и я дала уже объявление, уже поступают какие-то звонки. И я уже начала собирать. У нас есть Чадарлунский театр, у которого я уже побывала. И я хочу показать теперь и спектакль. Вот как здесь есть танцы, песни, как я сказала, музыкальный паспорт или творческий паспорт. Я хочу сделать теперь о постановках тоже, о спектаклях в этой книге. Рассказать об этих спектаклях, сделать как бы так рецензию, да, творческий паспорт спектакля. Я хочу сделать отдельно об артистах, вот как также здесь, как о танцорах, артистах. А теперь буду делать об актерах. Вот, конечно, там будет мой любимый Савелий Кюся, вот, который, у нас есть Камрадский театр, который носит его имя, но Камрадский театр работает плохо. И мне очень стыдно, что имя Савелия Кюся во главе, а Савелий Кюся театр не живет той жизнью, которой живет, допустим, Чадарлунский театр. И поэтому я работаю над этим. Я пишу и другие несколько книг. «Затерянный мир» одна из них называется, я ее почти заканчиваю. У меня отец был простым чабаном, он пас овец. Я знала всех его друзей, вот этих сильных людей, чабанов, которые, кстати, не знали, не имели ни одной музыкальной школы, ни одной музыкальной ноты, но они брали инструменты в руки и играли. Кто на гармонии, кто на скрипке, кто на дауле.
Вот, и интереснейшие люди, большие, сильные, которые работали они и днем, и ночью в поле, снег и дождь. Вот, и это была серьезная профессия пастухи в свое время у гагаузов наших, наследие наше, вот это овцеводство. И в этой книге у меня теперь есть описание природы, описание наших степей, описание наших рощ, описание наших оврагов, виноградников. Есть очерки зима в Гагаузе, есть очерк лето в Гагаузе, есть очерк весна, осень в Гагаузе. Вот такая вот тоже интересно собранная. И персонажи. У меня тоже новая книга, в которой вот тебя допытывала, твою маму, и всех коврате уже теперь, когда меня видят, говорят: Аня, мы уже все рассказали, или у нас для тебя есть новая история. Мне пришла идея в голову, чтобы собирать истории жизни гагаузов, и чтобы через эти истории увидеть образ, персонаж нашего гагаузского человека, его характер, его там мысли, его поступки и так далее. И я уже собрала 50 историй, и на основании этих 50 историй написала уже 27 рассказов. И это будет такая книга рассказов о судьбах, образах, историях, характерах гагаузского человека, гагауза. Вот, и я ее так и назову персонажи. Это будут киношные варианты. Это будут как маленькие короткие метры, которые можно будет открыть. И я очень мечтаю, что все-таки у нас киноискусство будет гагаузское развиваться. Вот можно будет взять эти рассказы и как экранизацию их уже готовыми снимать. Вот такие у меня планы. И сотрудничать с Лафой намеренно долго во благо и редакции, и Гагаузии. Дай Бог здоровья и глаз. Вот, и будем работать. Вам творческих успехах, ну и ваши очерки, как бы я сейчас не буду, чтобы не были как в известной басне «Петушка хватит петуха за то, что хвалит он кукушку», но как минимум ваши публикации делают нас, ну, каким-то особенным изданием, потому что мы имеем тот колорит, который свойствен именно региональному изданию, и, в общем-то, ваша работа как будто нас отличает от множество других информационных порталов, что отмечает очень много наших читателей, в том числе та аудитория, которая на протяжении уже 5 лет находится рядом с нами. Спасибо. А их мало, немного, но порядка 2,5-3 миллионов просмотров ежемесячно на всех платформах, и в том числе ваши очерки как бы набирают одни из самых больших просмотров, хотя принято считать, что сейчас мало читают, а больше смотрят. Ну, в общем-то, я удивлена, очерки большие, а читаю. Ну, в общем-то, наверное, все зависит от того, как заинтересовать аудиторию. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня у нас в студии, потому что, ну, это, наверное, сегодня у нас первое интервью с вами после презентации большое. Да. Самое первое, кому я дала интервью по поводу книги, это родного издания. Я вас благодарю и напомню, что сегодня мы говорили с Анной Догла Харламенко, автором книги «Восьмая нота. Любовь» Дюзове. Надеюсь, что многим из вас удастся эту книгу просмотреть, подержать в руках, для того, чтобы оценить, насколько сегодня можно создавать историю отдельно взятого даже коллектива, отдельно взятых людей, которые сделали свой вклад не только для Гагаузии, но и в том числе для развития того или иного вида искусства, кто танцевального, кто музыкального. Анне Харлампиевне творческих успехов, оставайтесь с LoveMD, не забывайте подписываться на наши платформы и оставлять ваши комментарии.